день, дорогие телезрители! Вы смотрите телепередачу «Я люблю якутский язык» и с вами я, Нургуяна. Үтіе күннен күнні көрәтшілер әхеге сақатлығын таптыбын ден, түрәбіт түріт тылбытын сәңәрен үйретен бағалақтырған Аллах беріні көрәғыт. Бүгінгі беріні ұтым, минутатчы Нургуяна. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда сбывается. Для меня Новый год – это самый долгожданный и любимый праздник. Повсюду атмосфера Нового года, и люди готовятся к его приходу. Покупают пышные ели домой, различные сладости, фрукты на стол и, конечно же, подарки для своих любимых и близких. Саңа жылыніне баға санаан барыта тоолар, барыта сатанар денетеллер. Ол күрдік саңа жылы бары дағаны кәті әлбеп болу. Мен самый сөблер бірағынегім саңа жыл болар. Барытыгар саңа жыл әйгеті, жон бары саңа жылға бәлемненен арас қарияны, бірағынықтағы столарғар меннегес асюел, онна біллен тұрар, жугас жонугар, таптыр жонугар бәләқ атылағар. Итак, наша сегодняшняя тема передачи – Новый год. Ол күрдік бігеге бүгінгі беребіт теметі саңа жылден болар. И сегодня у нас в гостях студенты медицинского института Светлана и Алексей. Үтіе күнен олар. Үтіе күнен. Кәрен ехер сарғылақ саңа жылынан итетік істемлік әғірділейбін. Мақтау, егін емей келен, ехер саңа жылынан бірделі бит. Спасибо. Давайте сейчас знакомиться с нашими новыми словами. Қария. Қария. Ель. Эхеджил. Эхеджил. Это слово на русский язык переводится как Дед Мороз. Харчана. Харчана. Снегурочка. Харкихе. Харкихе. Снеговик. Лаба. Лаба. Ветка. Семи. Семи. Наряжать. Ия. Ия. Повесить. Кеккелес. Кеккелес. Стоять рядом. Қар. Хар. Снег. Қар кырпаға. Хар кырпаға. Снежинка. Аптах. Аптах. Это слово на русский язык переводится как волшебный. Так, күлімүрдүр. 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 Еще раз. Күлімүрдүр. Сияет. Бәләх. Бәләх. Подарок. Чтобы хорошо запомнить слова, которые мы сегодня учили, давайте посмотрим рубрику «Мой словарик». Бүгін репетиторлар бүтін өсі чүгөйдік өйдір туыттан мен тылжытым ден рубриканы көріғым. Тетері әппетін ручка бүтін аламмыд, сұрынан барабыд. Қария, ель, эхеджил, Дед Мороз, Карчана, Снегурочка, Харкихе, Снеговик, Лаба, Ветка, Семи, наряжать, Ия, повесить, Кеккелес, стоять рядом, Қар, снег, Қар кырпаға, снежинка, Аптах, волшебный, күлімүрдүр, сияет, бәләх, подарок. Ждете ли вы Новый год? Да, конечно, ждем. Это хороший семейный праздник. Для нас, студентов, это особенный праздник. Можно отдохнуть после первого семестра, расслабиться, набраться новых сил для учебы. Ну, это у меня самый любимый праздник, семейный, теплый, который любят все от мала до велика. Каждый житель России, не только. Самый теплый, светлый. И самое главное, что все Новый год верят в чудеса, исполнение всех самых заветных желаний и различных чудес. Ага. А как вы планируете отмечать Новый год? Я буду дома помогать своим родным, накрывать на стол, праздновать вместе с ними Новый год. Но я до 12 буду с родителями, а после 12 встречу Новый год со своими друзьями и близкими. А как отмечают Новый год в других странах? В других странах, например, в странах Европы, таких как Франция,
Французский Дед Мороз, Пьер Ноэль, дарит подарки детям в детских башмаках. Также Франция издавна считается королевой виноделия, и поэтому хорошей традицией для любого хорошего винодела считается чокнуться с бочкой вина, чтобы в будущем году был хороший урожай. Или, например, в Италии в конце уходящего года итальянцы выбрасывают из окон старые ненужные вещи. А у итальянцев вообще есть традиция в Новый год вступать в обновленном интерьере. И не только в интерьере, но и с новой одеждой. 31 декабря мужчины и женщины дарят друг другу красное белье. Да, это такая традиция, потому что красный цвет, он считается цветом новизны. Да, а дети ждут подарков от Деда Мороза, точнее от Бабы Мороза, хотя которая не совсем Снегурочка, но называется она Ля Бифана. Ага, вот так вот. Интересно. А я хочу рассказать, как отмечают Новый год в Германии. В Германии очень похоже на то, как отмечают в России. Отмечают очень шумно, со вкусом, устраивают очень много маскарадов, всяких ярмарок и очень шумных праздников. У них считается, что в канун Нового года освобождаются злые духи, и так они шумом отгоняют их, чтобы у них Новый год был лучше, чем предыдущего. И им приносит подарок, Дед Мороз их называется, Вайнахцман, и Снегурочка, Кристкинд, которые дарят всем подарки. В основном у них традиционный подарок считается книга. Так как это самая читающая страна, и у них это считается что-то самое вроде лучшего, что можно пожелать. Ну а так они в основном стремятся поехать со своей семьей куда-нибудь отдохнуть. А сейчас, дорогие телезрители, давайте встретимся с нашей Сандарой. У нее сегодня гость. Давайте увидим, кто же это? Добрый день, дорогие телезрители! Наступает 2016 год. Год огненной обезьяны. История Нового года так обширна и богата, что у людей появилась возможность проследить за ней, отметить все необычное и забавное. И сегодня я расскажу вам интересный факт про Новый год. Время встречи Нового года у разных народов сильно отличается. День празднования Нового года в Якутии – это Исэх. Представляет собой весенне-летний праздник в честь божеств Аи и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми и конными скачками. Жители Республики Саха-Якутия празднуют Новый год дважды. Вместе со всеми россиянами зимой и еще по древней традиции летом. Сегодня ко мне в гости кто-то пришел. Как вы думаете, кто же это? Правильно, Дед Мороз. Ребята, Дед Мороз на якутский язык переводится как «эхеджел». Так давайте встретим нашего Деда Мороза. Добрый день, дорогие дети! Я, якутский Дед Мороз, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Меня зовут Эхеджел. Я живу в Якутии. Иногда дети спрашивают: Дед Мороз, Эхеджел, почему у вас нет бороды? А я им отвечаю: вы когда-нибудь видели якута, у которого есть длинная вот такая борода, как у Деда Мороза? А я якут, а у якута вот так и нет бороды, нет и усов. Ну, у меня немножко есть. У меня большая семья, у меня есть жена, зима, матушка, или по-якутски Кыгын-Хотун. Есть 3 дочерей, это Веснушка, Сашана, еще Саюна и Кюгюней. Они ведают весенним временем, летним временем и осенним временем. У меня есть бык. Наверное, слыхали о быке Эхеджела. Или его народа говорят бык Мороза. У него огромные вот такие рога, и эти рога источают мороз. Поэтому Якутия очень холодная. Она известна всему миру вот своими морозами. Самая низкая температура была отмечена в Верхоянске, где морозы достигают до 68 градусов по шкале Цельсия или 72 градусов по шкале Угарова. Это очень сильные морозы.
Вот, поэтому Верхоянск считается мировым полюсом холода. Поэтому, дети, мы живем в уникальном крае, где находится полюс холода северного полушария. Вот, дорогие дети, наступает Новый год. И я в наступающем новом 2016 году желаю вам, дорогие мои дети, здоровья, успехов в учебе, чтобы ваши родители, бабушки и дедушки были здоровыми, чтобы у вас в семье было благополучно, чтобы Новый год прошел очень радостно и весело. С Новым годом, дорогие дети! Күнді сақа серіне олара. Мен жыл сақа детмар оға. Әхігіні үйнен ихер саңа хылынан іс сүрақ біттен ағаддалибін. Саңа сылы хияқа жолы соргуна қалдылын. Үйрақ кітігер сетихилек болың. Әхі түріп біттер кет, әбелерге тәхәлер кет, доробай болынлар, жоллақ соргулақ болынлар. Диатер курук, сылас, әлбәқ аста остуаллақ, әлбәқ қарчылақ болың, деммен мен жыл алғыбын. Хорошего вам настроения в Новый год, друзья! Пусть огненная обезьяна в этот год много счастья принесет. Пусть теплом вас согреет, печали развеет, мечтою поманит, удачи прибавит, веселье и радость с собой принесет. С наступающим Новым годом, дорогие мои! До скорой встречи! Наша новогодняя праздничная передача подходит к концу. Друзья, пусть Новый год будет ярким и хорошим, а Новый год принесет вам удачу и станет по сравнению с прошлым годом гораздо интереснее и богаче. А вам, друзья, мы вручаем вот такой подарок от сети магазинов «Азбука», чтобы вы хорошо учили и знали якутский язык. Махтал? Санат Жиланан. Саңа жалынан. Дорогие наши телезрители, давайте поблагодарим наших студентов за помощь в изучении якутского языка. Манан саңа жаллағы беребет түміктенер. Кәләнихәр саргылақ саңа жалынан итетік істенік әғарделебет доғыттар. Кәләр сылахиға әлбәқ өріні, көтіні, байы долу қалын. С наступающим Новым годом, друзья! До скорой встречи!